10 месяцев в столице Башкортостана функционирует Центр фехтования Республики Башкортостан. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я с удовольствием представляю. Лира Грушина, директор Центра фехтования Республики, заслуженный тренер России по фехтованию. Лира Римовна, здравствуйте. Добрый день, очень приятно. Очень рада вас приветствовать в студии. И спасибо вам огромное, что вы нашли время. Я понимаю, что Центр фехтования сейчас еще даже не год функционирует, но уже успел принять очень крупные мероприятия. Вот одно из них прошло в декабре, насколько я понимаю, первенство России. Совсем недавно отгремела спартакиада. Сейчас идут состязания. Я так понимаю, что в новом центре успели освоиться. Да, действительно, это так. Октябрь месяц, я еще немножко напомню, у нас, во-первых, во время открытия был международный турнир «Сабля Салавата». Это самое первое было соревнование, пробное. Потом у нас с вами в декабре действительно самое масштабное было мероприятие. Это первенство России среди детей до 15 лет. Самое большое количество детей в России по участию в данных мероприятиях. В апреле месяце главный форум страны был. Чемпионат России, не каждому региону такое, как говорится, доверяется, но справились на отлично. И Ради Фаридович был на открытии, Руслан Тагирович приходил. То есть шикарное проведение, достойная оценка. И даже на будущий год у нас с вами планируется спартакиада сильнейших среди взрослых в сентябре месяце. Ну и вот буквально совсем недавно мы были с вами свидетелями окончания уже спартакиады молодежи. В данной ситуации в этом году проводилась она среди юниоров. Обычно она до 24 проводится, молодежь. Но в этом году решило наше государство немножко планочку понизить и сделали среди юниоров до 21 года. Тем не менее, турнир удался. Судьи с удовольствием приезжают к нам, тренеры с удовольствием, участники. Всем очень нравится наш центр. Уютный, тихий, спокойный. Все условия шикарные. И буфет, и залы удобные, встроенные дорожки. Это не в каждом регионе такое можно увидеть. И хочу сказать, что ребята наши достойно выступили. Весь комплект полный завоевали. Золотая медаль у рапирной сборной. Корнилов Валерий занял 3-е место в личных соревнованиях. Любовь Емелева серебро в женской рапире. И Таисия Ларькина бронза в шпаге женской. Наверное, мы не досчитались каких-то наград. Я даже знаю, каких. Не буду уж ребятам, чтобы не было совсем уж обидно всех называть. Но, тем не менее, 4-е место общекомандное. Это неплохо. Впереди у нас только, как обычно, Москва, Мособласть и Санкт-Петербург. Пока немножко не по зубам здесь. Я думаю, что, в принципе, будем готовиться на лучшие результаты, стремиться только к лучшему. И вот на будущий год еще я вам скажу, что в феврале месяце мы взяли кадетское первенство России. Это достаточно масштабное тоже мероприятие, потому что в этом возрасте много детей. И мы будем проводить по этому же возрасту в июле месяце спартакиаду учащихся. То есть мы 2 спартакиады на будущий год планируем летом провести. Лира Римовна, как при этом сейчас строится именно тренировочный процесс? Я понимаю, что фехтовальщики очень долгое время тренировались в Уфе, где-то вот на Комсомольской. Сейчас уже есть центр. Означает ли это, что основная сборная переехала в центр, а теперь помещение, которое занимала до этого команда, там могут заниматься уже дети помладше? Означает ли это, что теперь фехтование может заниматься больше желающих? Да, я с вами, наверное, соглашусь. Вы действительно правильно сказали, потому что в центр в основном перешли именно члены сборной команды Республики Башкортостан по всем возрастам. Старшие полностью там тренируются. И шпага, и рапира, женщины, и мужчины. До 15 лет не полностью посещают этот тренировочный процесс, потому что не умещаемся все равно в полном объеме. Но 2 раза в неделю они там проводят общие тренировки. Освободились ли места? Да, конечно, освободились. Хорошо, что мы все географические точки наши оставили, потому что, не имея развития географического, конечно, сужается круг. Всех бы, если бы мы свели в один центр, было бы, конечно, во-первых, бы не уместились, потому что 900 детей все-таки, представляете, да, это количество достаточно большое. Ну, а во-вторых, наверное, это хорошо то, что мы освободили там места, потому что все-таки в тех залах, которые у нас были, это и Акбузат был, на Комсомольской, центр детского творчества,
ГАО ЦСП имени Риммы Баталовой на Султанова, спортивный интернат номер 5 в Затоне, все-таки они были переполнены. И особенно после обеда, вы же понимаете, что в основном школа у нас первую смену, ребятки учатся, поэтому после обеда, конечно, было переполнено. Особенно где-то вот с 4 до 6 в зале находилось, ну, такое количество детей, при которых, в принципе, техника безопасности, ну, хромала, скажем так. Сейчас достаточно хорошие условия, я считаю, что и тренерам поспокойнее, полегче. Ну, вообще, слава богу, конечно. Радий Фаридович, очередной раз огромное спасибо за такой объект, что он принял это решение после Олимпиады. Я думаю, что и тренеры довольны, и спортсмены довольны. И сейчас просто, я говорю, трудимся, радуемся, довольны, потому что и восстановительный центр же появился у нас. Свой восстановительный центр, не куда-либо надо ходить. И тренажерка здесь же внутри, с 2 фитнес-инструкторами, которые нам помогают. То есть одно дело тренер сам проводит тренажерку. Все-таки знания, сами понимаете, да, фехтование и фитнес-тренеры. Немножко надо здесь какие-то добывать дополнительные знания. А здесь нам в помощь 2 фитнес-инструктора, которые помогают тренерам, ребятам подготовить общефизическую, специальную физическую подготовку. И именно, как сказать, показать, как лучше проводить в тренажерном зале время. Ну и параллельно, я могу сказать, для жителей Ленинского района тоже тренажерка работает. И с удовольствием туда приходят и взрослые, и ребята, молодежь. Так что я думаю, что очень все здорово. Но при этом еще и усилена подготовка. Вы говорите не только о том, что есть и восстановительный центр, есть и встроенные дорожки, но есть еще и площадь для пробежек, я так понимаю. Да, по периметру центра фехтования в районе 400 метров есть беговая дорожка, мягкая. То есть ребята сейчас могут и разминку делать, скажем, с апреля до октября, пока сильных морозов нет, могут и разминаться там. А если что говорить, допустим, про кроссовую подготовку, то можно и зимой даже бегать, потому что, ну, мы все с вами помним и знаем, мы всегда с вами зимой гуляли, и ничего страшного. Поэтому эта дорожка, это тоже нам как подарок в помощь для тренировочного процесса. Лира Римовна, у нас в башкирском фехтовании есть имена, которые известны всем нашим телезрителям, поклонникам спорта. Это, конечно, Тимур Сафин, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова, Руслан Насибуллин сейчас трудится, да, в составе национальной команды. Но появляются и новые имена. Расскажите о них. Да, несомненно, это так, потому что вот сейчас даже ребята в тех условиях, в которых мы с вами существуем уже на протяжении ряда лет, этой пандемии и начала СВО, недопуск и так далее. Вот ребят буквально с прошлого года допустили на международные старты. Отбирались они к первенству мира Европы. Это я говорю сейчас про молодых спортсменов, юниоры, кадеты. И с прошлого года мы участвуем. В этом году у нас 2 медальки. Искандер Булатов, Валерий Корнилов завоевали на первенстве Европы, первенстве мира. На будущий год у нас перспективные ребята тоже есть. Хотя в этом году, хочу еще добавить, участие принимали в первенстве мира и Ларькина Таисия, и Глеб Колобовников. У нас Арина Захарова есть, которая претендует на будущий год. И Амир Фахриддинов, раперист. Давлат Хайреддинов в этом году тоже принимал участие по кадетам, правда, по младшей возрастной группе. В прошлом году он тоже принимал. В прошлом году, если у него результат был, допустим, за вход 64, в этом году он уже был в 16 сильнейших. То есть на будущий год он тоже будет принимать участие в отборе к первенству мира Европы по юниорам. Так что есть ряд ребят перспективных, хороших, дай бог, чтобы все у нас сложилось. И удачи, конечно, тренерам, те, кто работает с ними. Лира Римовна, но нашу сборную сейчас, да, нашу команду можно узнать не только по экипировке, но еще вот у вас есть специальные символы. Можете о них рассказать? Да. Традиционно в свое время вот было у нас с вами такие напутственные слова перед спартакиадой. И мы сейчас, ребят, у нас, кстати, хочу отметить, конференц-зал шикарно сейчас есть, где мы можем проводить и теорию, и какие-то встречи такие. Вот мы сейчас собирали ребят. Евгений Иванович Емельянов, председатель федерации наш, напутственное слово дал ребятам перед спартакиадой. В свою очередь выступали и старшие тренеры. И, значит, вот такие шевроны. Это на рукав
нашей, это Федерация фехтования Республики Башкортостан. И каждому тренеру, ответственному за подготовку к спартакиаде по виду оружия, давали вот такие вымпелы. Этими вымпелами обмениваются перед встречей в командных соревнованиях. Символично. Да, да. Хочу отметить, что, в принципе, шевронов ни у кого в России нет. И вымпелы мы первые, кто вот в этот раз, как сказать, позволили себе такой подарок гостям. Всем мы, как принимающая сторона, решили все-таки вот такой сделать. Лера Римовна, ну и впереди ожидается осенью, в сентябре, насколько я понимаю, очень красочное мероприятие. Расскажите о нем. Кто может, самое главное, кто может на него прийти? На самом деле звонок был от Сорокиной Галины Михайловны. Это мой первый тренер. Заслуженный такой человек, очень легендарный, я бы даже сказал, потому что столько фанатизма и столько энергии, сколько у нее, я не встречала вообще ни одного фехтовального тренера. У нас в республике, в частности, конечно. Вот. И она как-то позвонила мне, вот буквально месяц назад, наверное, говорит: Лера, я все-таки подумала и решила, а почему, говорит, балы проводят вот, в кадетских корпусах, школьные балы, сейчас вот у нас с вами, да, на нашей Советской площади. А давайте, говорит, мы свой сделаем бал фехтовальный. Я говорю, принято, Галина Михайловна, подумаем. И буквально вот прошло, наверное, недельки-две, я говорю, Адалин, Загидульной Адалине, говорю, Адалин, я говорю, что если мы попробуем вот такую вещь сделать? Она говорит, Лера, шикарно. Мы только что были на таком балу. И нам, говорит, очень понравилось. Но мы тут же собрались и уже, в принципе, даже примерный сценарий накидали. Что это будет за мероприятие? Назвать мы его, наверное, планируем «Бал чемпионов». Допуск – это не ниже мастера спорта. То есть спортсмены могут прийти, ну, естественно, в шикарных бальных костюмах каких-то. Если мастер спорта желает привести свою половинку, она не фехтовальщица, не мастер спорта, это позволительно. Также хотим пригласить гостей почетных. Вообще, наверное, там очень много удивительных будет вещей. Первый раз, как говорится, без репетиции будем, потому что репетировать такое невозможно, по сути своей. Очень много будет интересных моментов. Боюсь вообще произносить, потому что лучше это пусть будет подарком для всех сюрпризом, потому что, наверное, интересно, когда ты приходишь и вдруг что-то видишь то, что никогда не было нигде. Потому что это не соревнования, и это, как сказать, даже не какое-то отчетное собрание, это просто бал, на котором будут участвовать лучшие. Зрителей мы тоже приглашаем. Это будет у нас накануне празднования Дня всемирного фехтования. Планируем 9 сентября. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, будет вторник. В 19:00. Как раз рабочий день выбрали, чтобы люди не уехали куда-то за город. Выбрали 19:00, потому что рабочий день заканчивается. Люди могут подтянуться после рабочего дня. Ветеранов спорта приглашаем, потому что, то есть, не только действующих мастеров спорта, а вообще в республике все, кто есть мастера спорта, они могут посетить это мероприятие в качестве участников. Но на трибунах могут принять участие все желающие, то есть зрители. Приветствуем, пожалуйста, приходите. Наверное, впервые такое мероприятие будет, когда спортсменов мы увидим именно не в экипировке, а именно вот в такой неформальной одежде. Да, такое, да, это будет эстетическое удовольствие. Дай бог. Лера Римовна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Надеюсь, что у вас центр фехтования будет также активно развиваться. Мы будем освещать его деятельность, и пусть все будет также складываться успешно. Спасибо. Спасибо огромное вам. Дай бог здоровья. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.